Доброе утро, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Какое счастье накормить детей завтраком и отправить в школу. Сегодня они у меня идут в школу второй день, разглядывают цветы. Пока дома меня не было, они поливали. И мне сделали отчет. Молодцы, ребята. Всем привет. Всем привет. Удачи вам, мои хорошие. Спасибо. Спасибо. Я вас буду ждать очень вкусным обедом. Спасибо. Ага. Все, идите с Богом. Пока. Пока. Ведите себя хорошо. Я вас очень-очень люблю. И мы вас тоже. Идите. Береги братика. Следи за ним, хорошо? Да. Время 8:30 утра. Школа у нас вот за этим зданием. Очень близко. Поэтому я их провожаю из дома только. Теперь мне не приходится их отвозить. Кирилл после школы приносит хлеб и что надо. Он любит у меня по магазинам ходить. Я вам об этом несколько раз говорила. У нас пока вот так. Осень. Утят я накормила, все равно они беспокойны. Хотят, наверное, на улицу. Вот здесь немножко есть трава. Все равно сейчас приходится мне с ними выходить на прогулки. Здесь у меня пока ничего не убрано. После дождя появляются саженцы, цветы, вот эти многолетние, я не знаю, как их называть. На улице очень свежо, и мне очень приятно и комфортно ходить во дворе. По вечерам выходим с внуками на прогулки. Но ненадолго, на час. Жду, когда у них уроки закончатся. Вот наши любимые цветочки. Цветут хризантемы ароматные. Я люблю запах хризантемы. Слава Богу, я теперь запах и все, и вкус чувствую. Ну, конечно, не так богато смотрятся цветы, но все равно они нас радуют. Потихоньку начинают цвести хризантемочки. Хоста у меня почему-то не цветет второй год. Наверное, слишком темно. Здесь все-таки хоста вот здесь, в углу, находится. Гортензия у меня вот здесь цветет. Вот я вам дальше отойду. А вот здесь нет. Подскажите, мои хорошие, среди вас есть большие знатоки саженцев? Я хочу все здесь пересадить, что ли. И здесь тоже гортензия плохо
растет. И вот еще очень слабая гортензия. Наверное, здесь не место. А может мне вот сюда посадить, где калитка моя? Выкопать яму, положить туда добротную почву. На зиму можно закрывать. Уборка у нас во дворе еще ничего не сделана. Пока Юля с Салаватом у себя тоже убираются, копают картошку. У них 2 участка. Хризантема мультифлора. Вот какие интересные мелкие цветочки. Малиновый цвет. Виноград у нас винный, но очень сладкий. Детям очень нравится. Виноград называется Изабелла. Вот эту я помню. А вот здесь у меня виноград, не знаю, как называется. Вот этот виноград крупный и сладкий очень. И раньше созревает, чем Изабелла. Дети говорят, как в магазине, вкусный виноград. Мои розочки. Тоже надо будет все выстричь вот эти. Вчера Владик понес букет роз своей учительнице. Первый раз в этом школе. Какой нежный цвет. Астры наши. Розочки. Они нас еще будут долго радовать. Мне их потом срезать жалко будет. Я не люблю срезать цветы. Жалею их. Но зимой в магазине покупаю. А этот цветок пока закрылся, но когда солнышко попадет сюда, очень красиво раскроется. Ой, как хорошо дышать. Вы знаете, я отлично себя чувствую. И голос у меня уже появляется. Вот этот цветок как называется? Листочки у них похожи на гортензию. Посмотрите, вот гортензия. Вот у этого цветка тоже листочки почти такие же. Я покупала 5-6 лет тому назад. Сказали гортензия. Многолетная, холода не боится. Выдерживает жару. Это, наверное, не гортензия, не знаю. Может, кто-то из вас знает. Но все равно этот цветок меня радует. Постоянно большой куст богатый. И цветочки обильные цветут. Юля собирала все помидоры, забрала к себе домой. Сделала кое-какие-то консервации для меня с мальчиками. Леща закрыла, говорит. Там еще что-то. Остались тут мелкие помидоры только. Пока мороза нет, они, наверное, будут расти. Капуста цветная.
Эта капуста еще не созрела, но уже несколько кустиков созрели. И они вот так белеют. Мне очень нравится капуста такая цветная. Следующий год, наверное, тоже буду сажать. Посмотрите, какая красота. Мои дети тоже обожают цветную капусту. Мы делаем овощную рагу. И делаю из этой капусты одно блюдо, которое нравится моим мальчикам. Вот они потихоньку созревают. Но не все подряд. Вот еще. Здесь я пересаживала немножко клубники. Пока в больнице лежала, они принялись. Были дожди. Они у меня не пропали. Здесь у меня растет петрушка. Надо будет тоже срезать и заморозить. Можно и посушить в дегидраторе. Здесь тоже поработали Салават с Юлией. Были здесь у меня огурчики. Здесь клубники. Перчиков Юля собрала. Сделала ли еще, говорит, для нас. Но здесь немножко еще есть. Выкопали они морковь. Выкопали картошку. Пока так-то. Сейчас они у себя на стройке тоже выкапывают картошку и закончат своим огородом. Придут помогать мне здесь участки. Хорошо, что я растила своих дочерей, добрых, отзывчивых, трудолюбивых. Когда я заболела, Роза захотела прилететь ко мне, ухаживать за мной. А дома дети учатся, больной муж, хозяйство все-таки. Здесь есть Юля за мной ухаживать. Ничего страшного. Они привозили мне продукты, готовили еду, поставили в коридоре. Я забирала, и мы ели. Ухаживали за козами, за хозяйством. Спасибо моим детям тоже. С внуками сидела Марина. Спасибо, конечно, ей тоже. Здесь тоже надо будет поработать. Терн. Руки чешутся работать, но пока ничего делать не могу. В теплице тепло. Погода сегодня прохладная, ветер. Но воздух для меня отличный. Но на этом я свой блог заканчиваю.
Желаю вам всего самого доброго, доброго здоровья, удачи, любви. Всем пока-пока. До следующих встреч.